Это блюдо знают в каждом доме Осетии. Без совши сахтона едва ли обходится каждое застолье. Уникальный рецепт его приготовления передается из поколения в поколение. Сегодня его производство приобрело промышленные масштабы. В тонкостях такого трудоемкого процесса разбиралась Марина Караева. Клубы пара и запах вареного острого перца в этом цеху – дело привычное. Работа здесь всегда в буквальном смысле кипит. Сейчас сезон заготовок популярного остинского блюда совши сахтон. Перец на этапе варки. Мастер по цеху не отходит от него ни на минуту, потому что процесс требует самого пристального внимания. Эту партию мы поставили минут 15 назад вариться. После того, как она закипает, я слежу за его приготовлением. То есть она варится буквально полчаса, может даже и быстрее. Это зависит от сорта перца. Проверяю я его на ощупь. Если уже перец мягкий, то мы его уже выкладываем на столы. Но перевариться перец может даже после того, как с огня его сняли. Поэтому под особым контролем и следующий технологический этап. Эта партия перца уже сварена и охлаждена. Кстати, охлаждают ее струей холодной воды для того, чтобы продукт не переварился и сохранил все вкусовые качества. И не только от этого зависит также срок хранения консервированного перца. После того, как перец настоялся, начинается следующий этап. Его засаливают и помещают вот в такие бочки. Здесь перец солится в течение 2 недель. Кстати, помещается в каждую более 200 килограммов. Рецепт, по которому готовят совши сахтон в Бесланском пищекомбинате, не отличается от домашнего. Именно этой технологии придерживались наши бабушки, которые готовили его для семьи. Позже производство излюбленного остинского блюда обрело промышленные масштабы. Много экспериментировали, но именно в 1968 году технологическая карта здесь была разработана, была подписана Министерством пищевой промышленности СССР. И тогда впервые отсюда совши сахтон стали консервировать и продавать уже, грубо говоря, так, на дальние рубежи. Приготовление консервированного перца – долгий и трудоемкий процесс. Каждый день в цеху перерабатывают 15 тонн овощей. Такие объемы позволят выполнить годовой план в 200 тысяч банок. Особые требования и к тем, кто перец чистит. Делают это вручную, чтобы ни одна ветка или гнилой плод не попал на переработку. Каждую партию, которая попадает на территорию комбината, она, конечно, проверяется по нормативу, по нашему, который мы сами, грубо говоря, установили. Это чтобы на кусте было как минимум 30% стручка. Чтобы не был лист без стручка, потому что остроту и вкус листу придает именно стручок. Вот. Соответственно, должен быть лист молодой, должен быть не застоявшийся. Почему мы 2 раза в день закупаем? Потому что мы его обрабатывали свежим. В ассортименте предприятия 30 наименований фруктово-овощной консервации. Это помидоры, огурцы, черемша, лечо, аджика, грибы, яблочное повидло. Продукцию из Осетии знают не только в республике, но и за ее пределами. Москва, Санкт-Петербург, Оренбургская область, Екатеринбург и даже страны дальнего зарубежья. В прошлом году мы и в Германию отправили уже первую поставку соуса нартов. Это уже в Беларуси он уходил, в Иран он уходил. То есть он уже стал так на экспорт уходить. Поэтому мы склонны верить, что все-таки этот продукт будет пользоваться спросом. Предприятие создает и рабочие места. Здесь трудятся около 70 человек. И это не только жители правобережного района, но и Алагирского, Дегорского и Ордонского. Марина Караева, Майырбек Дедекаев. Новости Осетии.